Передачи, радио, концерт, театр, все есть, на талашском языке нет. Значит, что должен делать? Народ, культура народа должна исчезнуть. Если она не развивается, если она не подается народу, значит народ лишен этой культуры пищи. И хлеба нет. Страдает весь Азербайджан. Это нормально, да, нас с этим зрелищем. Талаши, вот видите, брат говорит, нас портят с этим зрелищем. Конечно, портят. Это хорошо, что на талашском языке нет этой культуры. Хорошо, что нет, но дело в том, что... Эта культура нас портит. А вас дело в том, хорошо, что вы культура, держите. это музыка. Азербайджан доллар, да? Это все развитие для языка. Мы можем закрыть этот язык, запрет, вот одним словом, надо сказать, запретить талашам разговаривать, развивать свое язык, и это дело кончится. Но на самом деле официально же такого закона нет, талаши имеет говорить, имеет право развивать свою культуру, развивать свою национальную идентичность. То есть вы требуете культурное, только культурное, нам не надо, нам не надо резкие лозунги, нам не надо отделиться от Азербайджана, это наша родина. Но мы хотим жить в этой нормальной Азербайджане, где любой народ имеет право смотреть свое телевидение. Без этих властей. Дай Бог, что у нас все нормально будет, и мы надеемся, что Азербайджане наконец-то наступит демократический строй, и мы будем наслаждаться этой страной. На самом деле сейчас страдает все, весь Азербайджан, здесь собрались и азербайджанцы, и талаши, все собрались. Страдаем все. Но в данный момент нас объединило именно что арестовываются и талашские активисты, и исламские активисты. Вот на данный момент страдают в Азербайджане. Все мусаватисты, они все освободились. То есть им амнистию делали. Амнистия не делается именно талашам. Они в тюрьму умирают, выходят оттуда живой не выйдет и убивают именно исламистов. То есть если арестовывается Народного фронта, член Народного фронта, мусаватиста, он конкретный срок-то может выйти. А если исламист попал в азербайджанскую тюрьму, он оттуда живой не уходит. Вышел, вчерашний мертвый вышел на свободу. То есть вынесли на свободу человека. Да. Вот такая позиция азербайджанской власти по отношению к талашам, по отношению к религии. Очень хорошо вы сказали. У нас из религиозного общества людей, да? Пожалуйста, представьтесь полностью. Меня зовут Салам Исмаилов. Какое общество представляете? Я представляю общество Ахлан-Бейт. Талышское? Нет, Ахлан-Бейт. Религиозное общество. Общество азербайджанцев. Ну, религиозное общество. Мусульман-шиитов в Москве. Вы сегодня пришли на митинг, в пикет, участвуете в пикете рядом с азербайджанским посольством. Под какими лозунгами вы выступаете? Мы сегодня выступаем, первое выступление, которое именно организует пикет, мы требуем освобождения Гулава Мамедова, потому что любой гражданин, любой человек, который проживает в Азербайджане, это ее родина. И государство должно обеспечить безопасность и, так скажем, должным образом культурное совместное проживание всех этнических групп Азербайджана. Я думаю, что это именно то, что там совершено в отношении ареста этого Гулава Мамедова, это мы считаем несправедливым, требуем его освобождения. Во-первых, Гулав Мамедов, он достойный гражданин Азербайджанской республики. Во-вторых, он достойный сын своего народа. Но в Азербайджане, я так скажу, среди народа, я не говорю именно от имени власти, но среди народа такого разделения, что талыш, турк или какой-то лезгин, такого понятия нет, все называются азербайджанцами. Поэтому мы считаем Гулава Мамедова достойным сыном азербайджанского народа и требуем его освобождения. И обвинения против него? Обвинения против него мы считаем ложным. Потом второе, то, что мы там требовали, мы требовали освобождения узников, это, которые арестованы в Азербайджане под разными предлогами. После того, как в Азербайджане запрещено ношение хиджаба, женского укрытия, которое покрывало Азербайджанскую республику, которое в школах запрещено, что ученицы не могут ходить в школу, что они не смогли обучаться. Мы требуем отмены этого закона и требуем освобождения тех лиц, которые именно под разными предлогами арестованы по поводу того, что они протестовали против этого указа Министерства образования. Большое спасибо. Так, и вот это второй пикет, да? Будет ли третий? Планируете? Честно говоря, мы не в курсе, мы сами несколько раз хотели бы требовать там. Это получится разрешение на проведение пикета именно те, которые происходят несправедливости.
Тут есть хоть какой-нибудь азербайджанец? Вот азербайджанец, вот азербайджанец. Ой, тогда скажите это вслух, что я сам азербайджанец. Мен Азербайджанлıyım. А то скажешь, что вы только националист. Не, Азербайджан давай, скажи, я турк вообще. Не, Ты вообще давайте я вам так скажу. То, что это... Именно то, что вот ставление вопроса именно таким образом, что освобождение этого человека, Гилала Мамедова, требует именно только Талаша или национали, я, честно говоря, я сам не сторонник того, как вот националистического убеждения, я сам сторонник того, что любой человек, независимо от религиозного, национального принадлежности, вероисповедания, он имеет право свободно жить в своей стране. Поэтому требуем освобождения. А то, что это Гилала Мамедова арестовали, мы это просто даже стыдно про это говорить, что там без никакого основания, без никакого повода. Тем более, если человек, там если какой-то человек, тем более была газета Талашиса, да, ну голос Талаша. Поэтому это требуем освобождения. Тем более я азербайджанец, я даже, честно говоря, у меня в нашем обществе, я так скажу, представление не только оба национальности, те, которые этнические группы, которые в Азербайджане, они все там представлены. Поэтому такого нету, чтобы именно сугубо Талаш этого требует. Или я думаю, что вот это друзья, которые есть в нашем обществе, это член нашего общества, мы все требуем освобождения всех узников, которые в Азербайджане под разными предлогами, несправедливыми предлогами, под разными клеветами, что хотели государственный переворот, шпионаж, наркотики, хранение оружия незаконное, ношение оружия. Это все это, так сказать, сфабрикованные дела. Есть основания полагать, что это Не то, что основания. Мы же знаем, там, разговариваем с их родственниками. Они все говорят, что такого у нас не было. Это все принесли сотрудники. Сами подбросили, потом пришли, это первое. Потому что, кстати, я должен дать внимание, что на днях был суд одного из этих арестованных человек, его называют Хаджи Абдюр, который арестовали по то, что он хранил оружие. Те, которые люди там подписали, это понятые, они сказали, что они во время обыска там не присутствовали. Их просто потом привели в силу сотрудники ММБ, естественно. Сознались сами. Их заставляли, чтобы они подписывали. Это все. Сейчас и не тот, сейчас и не 37-й год, но в Азербайджане, правда, 37-й год, но то, что во всем мире сейчас, не 37-й год, сейчас 2012. Есть интернет, средства массовой информации, свобода, мобильная связь. Все друг с другом общаются, знают. Тем более Азербайджан маленькая страна. Через нашу национальную, так скажем, цыганскую почту любую информацию можно узнать на достоверность. А действительно есть у них. Это не криминального характера, религиозного, политического, социального, не имеет значения. Поэтому мы вам тоже очень благодарны в вашем лице Исламской Республики Иран, что вы от имени их радио у нас принимаете это интервью. Мы от нашей стороны сугубо и душевно благодарны Исламской Республике Иран, что она, так скажем, протест азербайджанского народа против той тирании, которая там происходит. Представьте, вот мы, азербайджанцы, которые являемся выходцами из исторического Азербайджана, мы не можем найти ни одного азербайджанского народа, ни одного азербайджанского радио, ни одной азербайджанской газеты, которые мы могли бы своим мнением там высказывать, чтобы они передали это азербайджанскому народу. Слава Богу, что есть Исламская Республика Иран посредством средств массовой информации Исламской Республики Иран, посредством канала Сага, потом посредством вашего радио, посредством некоторых там других средств массовой информации Исламской Республики Иран, мы свой голос доводим до своего народа, до нужных мест. Нам по-другому никак не получается. Такая, знаете, как я вам скажу, даже в 30-е годы можно было как-то это понять, потому что в 30-е годы столько средств массовой информации существовало. А сейчас в Азербайджане, я сам выступал по телевидению, в Азербайджане настолько там ставили это фильтры в интернете. Моя семья, мои родители, они не могут ее открыть в интернете смотреть. В Азербайджане, да, у меня семья все родственники в Азербайджане. Можно так сказать, занимается общественной политикой. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что ваш голос будет услышан. Надеемся на это, и в этом деле мы убедились, как нам помогают наши братья иранцы. Спасибо. Спасибо.